Доброе утро, Республика. Начинаем новую рабочую неделю. С вами Руслан Ичиров. И Вероника Тантосова. Ну, хоть что-то не меняется в нашей жизни, это уже прекрасно. Но для вас самые последние новости, как всегда, самые свежие. Напоминаем, что сегодня расскажем о том, что, как столетие библиотеки, какие у нас знаменательные даты события, что предсказывают звезды, что произошло, пока вы спали и отдыхали в выходные. Ну, еще, конечно, поговорим с самыми интересными людьми. Да, ну и, конечно, напоминаем, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», где вы можете найти самые актуальные новости, интересные сюжеты и многое-многое другое. Но я думаю, что вы уже просыпаетесь, завариваете кофе, готовитесь к новому рабочему дню. Но вот пока вы спали, Надежда Кадышева стала хедлайнером на традиционном вечере выпускников в Санкт-Петербурге «Алые паруса» и покорила зумеров. Выпускников тысячи вчерашних школьников танцевали под хиты фолк-певицы, в том числе «Широка река» и «Плывет веночек». Решение пригласить Надежду Кадышеву в качестве хедлайнера фестиваля стало результатом масштабного онлайн-голосования среди выпускников петербургских школ. Надо отметить, что в результате вирусной популярности гонорар Надежды Кадышевой вырос с 5 до 20 миллионов рублей за выступление. Это рекордный рост, который даже саму артистку застал врасплох. Врасплох, да? Представляешь, застал. Но мы желаем всем нам такую приятную неожиданность и действительно, желаем творческих успехов, потому что чтобы, стать звездой среди молодежи, я не знаю, там, как будто какой-то рок-звезда выступает. Нет, это удивительно, представляешь, то есть на фоне всех современных певцов, выбрать традиционные все-таки исполнителя, которого слушали твои бабушки, как-то очень интересно и в Петербурге. Выпускники, неожиданно. Это не только в Петербурге, кстати, сейчас Надежда Кадышева очень-очень популярна. Ну, а сегодня в Якутии отмечается День Сарданы. Этот цветок является символом лета и почитается народом Саха как символ красоты и удачи. Ежегодно этот день якутяне празднуют, начиная с 2012 года, возвещая о наступлении долгожданного лета. Этому прекрасному цветку посвящено множество стихов и песен. Кстати, Сардана занесла в Красную книгу Якутии, поэтому сбор дикорастущих цветков запрещен. О сардане и других редких растениях, о том, сохранятся ли они в будущем, мы поговорим чуть позже с гостем студии, академиком Российской академии наук Владимиром Кузнецовым. Ну, а пока мы готовимся к новому рабочему дню, давайте узнаем, какая же у нас погода за окном, стало ли потеплее, а может быть, наоборот, стало прохладней. Итак, в центральных районах сейчас 13-18 градусов тепла, в Заречной группе 11-17 выше 0, в южных плюс 11, плюс 17, в Вилюйской группе 14-22 со знаком плюс, в Нижнеленских плюс 11, плюс 16, в западных 13-23 выше 0, в Колымо-Дигирской группе Лусов 5-11 градусов тепла, в Янских плюс 4, плюс 9, но на северо-западе 5-20 со знаком плюс. В Якутске в 6 часов утра температура составила 9 градусов тепла, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Сегодня днем пасмурно, ветер северо-западный до 6 метров в секунду, температура плюс 17, плюс 10 градусов. Знаешь, какое-то прохладное у нас в этом году лето. Да. И перед выходом на работу нужно брать и пуховик, наверное, и зонтик. Ты знаешь, говорят же там обычно в центральных районах, что я, когда выхожу на работу, я беру с собой плащ, зонтик, шарф и шапку, То есть все сразу, потому что погода за день меняется. Я никогда не думала, что в Якутске нас настигнет то же самое. И ты берешь с собой и кроссовки, и туфли, и куртку. Но главное, чтобы еще и унты не пришлось брать с собой. Надеемся, что все-таки лето у нас разгонится и будет гораздо теплее. Ну а сейчас давайте узнаем, какие самые актуальные новости произошли к этому часу. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии новых молодежных центров в 6 регионах страны. Мероприятие приурочили к празднованию Дня молодежи. В ходе общения с главой государства представители молодежных организаций рассказали об особенностях новых центров. В них будут работать с различными категориями молодых россиян. Среди них юные творцы, граждане исторических регионов, небольших городов и сел, участники движения первых, а также молодые люди, которым нужна психологическая поддержка. И сегодня мы вместе с вами открываем молодежные центры в самых разных частях России. В Дагестане и Карачаево-Черкесии, в Хабаровском крае, Архангельской области и Ямало-Ненецком автономном округе. А в Херсонской области, и это, конечно, важно,
знаковое событие. Начинает работу резиденция арт-кластера «Таврида» с символичным названием «Счастливцево». Уверен, эти центры станут точками притяжения для множества молодых ребят, школьников, подростков и студентов, помогут им найти друзей, новые знания, встретить поддержку единомышленников и наставников, а значит, сделать шаг навстречу своей мечте. Персональные данные россиян нельзя будет хранить и обрабатывать в базах за пределами России, следует из поправок к федеральному закону. Изменения вступят в силу уже с 1 июля. Согласно им, внесенным в часть 1 и 5 статьи 18, при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся за пределами территории России, не допускается. Мера прежде всего направлена на усиление защиты личных данных и обеспечение их безопасности в условиях глобальных цифровых угроз. С 1 марта следующего года в России начнут действовать новые ветеринарные правила по борьбе с заболеваниями птицы. Изменения в ветеринарных правилах позволят применять экстренные меры, если вирус обнаружен в кормах или в помете птицы. Для этого в правила вносится понятие «инфицированный объект». Между тем, ученые отмечают значительную активизацию птичьего гриппа среди диких животных. Особенно тревожит ветеринарное сообщество тот факт, что увеличивается устойчивость вируса птичьего гриппа к действию антител, что заставляет исследователей искать новые формы более сложных вакцин. В Москве прошли финальные поединки чемпионата России по вольной борьбе. По итогам главного внутреннего старта сборная Якутии добилась серебряной и бронзовой медалей. До финала весовой категории до 70 килограмм добрался чуровчинец Константин Копрынов. Ранее он одолел титулованных соперников, среди них и победитель первенства мира Инар Кетия, призер Олимпийских игр Гаджимурат Рашидов, чемпион Европы Курбан Шираев. В схватке за золото ему противостоял именитый борец из Тывы Саин Козырык. Схватка получилась динамичной и равной. В итоге победа со счетом 8-8 досталась сопернику. Копрынов стал серебряным призером. Бронзовую же медаль команде принес нюрбинец Александр Авелов в категории до 61 килограмма. Накануне он сенсационно победил титулованного Ахмеда Идрисова, а затем потерпел поражение от олимпийского чемпиона Заура Угуева из Дагестана. И еще одна интересная новость. В Якутии появились альпаки. Их родина Южная Америка. А теперь они у нас в Якутии. Наша съемочная группа познакомилась с этими чудными животными. Альпаки – южноамериканское домашнее животное. У них очень мягкая, теплая шерсть. Они отличаются миловидной внешностью и очень похожи на плюшевых игрушек. Альпаки обитают в районах Анд, Боливии, Эквадоре, Чили. Ну а теперь еще и в Якутии. 7-месячная ляма, 4-летний Рокки и годовалая красотка. Первые и пока единственные альпаки в республике. Животные обитают в 46 километрах от Якутска, на территории базы отдыха Понча Кэмп. Идея привезти альпак зародилась еще года 3 назад, наверное, когда мы сперва посетили ферму альпак в Москве. Сразу поняли, что это именно наши животные. Они такие теплые, миленькие, такие хорошенькие, что прям, ну, как сказать, это стало мечтой. Мы привезли их еще в апреле месяце где-то. Весной, привезли, так что еще мы не зимовали, и пока что мы еще не знаем, ну, как будем зимовать, надеюсь, хорошо. Все-таки это же, получается, у нас экзотические животные, да? В республике это у нас первые. Мы первые, кто вообще привез альпак сюда. Из питомников, из разных питомников, для того, чтобы потом в будущем мы могли их, как сказать, размножать. Поначалу новоиспеченные жители немного чужались людей, но адаптацию прошли быстро и спокойно. По сей день под постоянным осмотром и наблюдением ветеринара. Легко идут на контакт к окружающим, а их достаточно. А особенно при виде любимого лакомства – морковки. Мы вот недавно, они приехали у нас не стриженные, недавно постригли, потому что жарко. Жарко, да. Какие они по характеру? По характеру, они тоже как люди, да, у всех разный свой характер. Например, вот Рокки, он такой большой и такой, как сказать, он же мужчина самый среди них, да, такой активный, весь защищает своих девочек, вот этих вот маленьких. Вот эта девочка очень спокойная, ручная, например, да.
Ну, дает себя погладить? Ну, дает, да. Не Но дает. сперва, когда они приехали, они немножко чужались. А вот сейчас уже очень даже дают себя погладить. Да, можно. А раньше уже убегали чуть-чуть. Но я вообще слышала, альпаки плюются. Но плюются они друг на друга иногда, когда Ага. что-нибудь, вот, может быть, морковочку там не поделят, людей да. нет. А на людей нет. Ну, по крайней мере, еще пока такого не было. Мгм, мгм. А так, да, вот когда вот в Москве были, да, они вот, например, да, там плевались иногда. А наши пока они культурные такие. Роки. Очень культурно. Очень культурные, да. На мини-ферме базы можно встретить и других животных. Мини-шетландского пони, камерунских и нубийских коз, двухмесячного и смышленого Вот 2 ослика, месяца. а также калифорнийских и карликовых кроликов. Всем очень нравится, детям очень нравится. Тем более они такие контактные, да, и детишки заходят с ними, все играют, все кормят. Ну, это же, как сказать, первые они у нас в Якутии вообще. А такого красавца, наверное, еще никто не видел. А он откуда-то тоже привезен, да? Да, он тоже с питомника из Москвы привезен. Он мини-пони. Мини-пони. Мини-пони, И да. что, вот это его рост. Это его максимальный рост, да. В будущем хозяева базы не против пополнения мини-фермы и другими животными. Но для начала необходимо перезимовать. А пока не закончилось наше короткое лето, якутяне могут совместить приятное с полезным. Отдохнуть за городом и познакомиться с этим редким и милым животным миром. Катерина Винокурова, Петр Шестаков. Местность Кенкеме. Надо делиться. Да, такие... Милые, очень милые, но интересно, как они принесут нашу суровую зиму? Слушай, ну, я думаю, что построить для них специально какие-нибудь такие теплые домики. Но в любом случае прецедент создан. В Якутии теперь живут и альпаки. Ну, слушай, ты не случайно упомянул прецедент. Слово очень интересное. Филолог Анна Шкутуляк, ведущая рубрики «Говорим правильно», тоже создала свой прецедент. Чтобы мы запомнили правильное описание этого слова, она обратилась к искусственному интеллекту. Давайте узнаем, что из этого получилось. Доброе утро, дорогие телезрители! Во время нашей прошлой встречи мы говорили о так называемых коварных псевдонепроизносимых согласных и упоминали слово «прецедент». Слово действительно коварное, и я решила подумать, а как же можно запомнить правописание этого слова? И решила именно такой вопрос задать искусственному интеллекту. И, к моему удивлению, искусственный интеллект выдал несколько способов, как запомнить правописание слова «прецедент». Давайте с ними познакомимся. Во-первых, искусственный интеллект предлагает провести ассоциацию. Свяжите слово «прецедент» с понятием «пример» или «случай из прошлого». Представьте, что это уже было и может быть использовано как образец. Ну, хороший пример. Второй способ – это запомнить через этимологию. Вот тут, наверное, понадобится знание иностранных языков. Так, по-латински прецедент пишется как «прецеденс». Прилагательное «прецеденти» – предшествующий, и глагол «прецедере» – предшествовать. А французы пишут его как «прецедент». Как видно, в обоих случаях лишней буквы в этих формах нет. Ну, хороший способ, но сложноватый. Третий – повторение. Вот это прекрасный способ. Частое использование слова в контексте поможет закрепить правильное написание в памяти. Четвертый способ – это письмо и проговаривание. Ну, конечно, это старый проверенный способ. Итак, записывайте слово «прецедент» несколько раз, проговаривая его вслух. Это поможет визуально и аудиально запомнить его написание. И последний способ – это контекст. Помните, что прецедент – это конкретный случай, который может служить примером для других подобных случаев. Вполне симпатичные способы для запоминания написания, многие из которых вам хорошо известны. Однако, работая с искусственным интеллектом, не забывайте о том, что и даже его создатели говорят о том, что искусственный интеллект может допускать ошибки. Поэтому словари никто не отменял. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Ну, очень интересно, знаешь, играют в шахматы с искусственным интеллектом, теперь проверяют на правописание, в общем, здорово. Но вот интересно, может ли искусственный интеллект помочь нам не делать зарядку по утрам?
не делать. Но я думаю, что за нас искусственный интеллект зарядку точно не сделает, но может помочь, например, создать индивидуальную программу, адаптировать тренировки, поднять мотивацию. Ну а пока вы делаете утреннюю зарядку, может сварить вам кофе с умной кофеваркой и создаст, например, квартальный отчет в это время. А я так надеялась. Ну, мы не надеемся на искусственный интеллект, встаем перед телеэкраном и вместе с нашим тренером заряжаемся на продуктивный рабочий день, особенно в понедельник. Всем доброе утро, дорогие жители нашей республики! Сегодня с вами на связи тренер Света Миронова, и мы с вами сделаем классную зажигательную зарядочку. И давайте вместе со мной мы с вами поднимаемся. Первым делом начинаем с разминочки, подготовим наше тело. Сделали хороший вдох через нос, вытягиваемся наверх и выдох, наклоняемся. И еще раз, хороший вдох, вытянулись, выдох и последний раз вдох. И выдох. Супер, отлично. Выпрямились. Начинаем круговые движения головой. Раз, два, три. В другую сторону. Раз, два, три. Кисти на плечи и круговые в плечевом. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. И раз, два, три. Супер! Сейчас мы выполняем шаг в стороны, немножко разогреем наши суставы, чуть-чуть слегка приседаем и ножку вытягиваем, подключаем наши руки, локти отводим назад и раз, два, три, четыре, пять. Выполняем развороты, поворачиваем корпус в стороны, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Подключаем ножки, выполняем захлест и раз, два, три, четыре, пять, шесть. Супер! Еще раз сделали вдох, выдох. Сейчас мы с вами добавим немножко интенсивности. Начинаем бег на месте. Поднимаем наши коленки и побежали. Давайте 20 секунд. Самое главное, мы с вами дышим. Вдох выполняем через нос, выдох через рот. Супер! Отлично! Подключаем приседания. Ножки в стороны. Присели, ножки вместе. И давайте энергичнее. Вдох, сели, выдох, встали. 5 раз. Раз, два, три, четыре, пять. Есть. И последний. Хорошо, отлично. Теперь мы ручки берете за замочек и за затылок. Поднимаем коленку и крест-накрест, локоть, колено. Поехали. Раз, два, три, выдох. 4, 5, 6, 7, 8. То же самое, но уже с прямыми ногами и руками. Раз, два, выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Выполняем выпады на месте, чтобы проработать мышцы ног. Смотрим. Хороший широкий шаг назад. Присели на выдох и колено. На одну ножку выполняем 5 раз. Сели. Выдох. За равновесием следим. 3. Вдох. Выдох. Спинку держим ровно. 4. И 5. Сейчас мы с вами меняем ножку. Вдох. Выдох. Раз. Два. 3. 4. 5. Отлично. Ноги поставили шире плеч. И давайте сделали хороший вдох. И приседаем. Выдох. Поднимаемся. Вдох. Выдох. И в заключении мы с вами растягиваемся. Сделали хороший наклон. Растягиваем всю заднюю поверхность ног. Правой ножки. Раз. Два. К левой ножке. Раз. Два. 3. Ручки взяли. Вытягиваемся вперед. Спинку округляем. 3, 4. И прогнулись. Раз, два, 3. Хорошо. Встряхнули, расслабили ручки. И давайте восстановили дыхание на последних. Вдох, выдох. С вами была тренер Света Миронова. Всем отличного дня! Нет, хорошо бы еще делать зарядку на природе, ведь наше короткое северное лето в самом разгаре. Нас радуют пышные луга, яркие цветы, шум леса. Помимо того, что это красиво, это еще и легкие планеты, ее щит. Но что происходит, когда климат начинает меняться? Но на самом деле ученые бьют тревогу. Засухи, наводнения, аномальные температуры меняют растительный мир. Одни виды исчезают, а другие, наоборот, захватывают новые территории. Что же происходит сейчас, что зависит от человека? Подробнее об этом поговорим прямо сейчас с нашим утренним
сегодняшним гостем Владимиром Кузнецовым, научным руководителем Института физиологии растений имени Тимирязева, вице-президентом Общества физиологов растений России, академиком Российской академии наук. Доброе утро. Доброе утро. Доброе Владимир утро. Васильевич, кстати, сейчас проходит в Якутске конференция, которая называется «Растения в изменяющемся климате». Ну вот как раз наша тема именно посвящена этому. Ну, вообще, как изменяется климат, как изменение климата влияют на растения? Хорошо. Изменение климата проявляется в повышении температуры на Земле как таковой. В чем причина? Причина в том, что в результате деятельности человека в атмосферу выбрасываются так называемые парниковые газы, основными из которых является углекислота. И вот когда повышается уровень углекислоты в атмосфере, то в этом случае разные растения реагируют по-разному. Есть растения типа кукурузы, например, амаранта, назовем вот С4, многие называют группой. Они никак не будут реагировать на повышение концентрации углекислоты. А вот такие растения, как пшеница, огурец, рапс и так далее, они, очевидно, повысят свою продуктивность. Но тут речь идет не только об этом, повышается температура. Если мы не будем говорить о таянии ледников и повышении уровня Мирового океана, остановимся только на растениях, то здесь будет наблюдаться такая тенденция: растения южных регионов будут продвигаться на север, потому что температура повышается. И вот если взять республику Саха, то уже сейчас, вот по данным Максима, профессора, увеличивается биоразнообразие вашей республики за счет движения более южных растений в более северные регионы. Так что это скорее тоже плюс. Теперь следующее последствие негативных уже глобальных изменений климата. Это увеличивается продолжительность, частота засушливых периодов, то есть усиливается засуха. Это негативно будет влиять на все растения, по крайней мере наших широт, но не повлияет на пустынные растения, более-менее все равно. Они уже привыкли жить в этих условиях. Так что вот в первом приближении вот такова реакция растений и таковы изменения. Ну, вы уже немного отметили, да, все-таки какие виды растений наиболее уязвимы, да, а какие демонстрируют такую устойчивость к этим изменениям? Но если говорить о влиянии засухи, которое явно негативно, то растения, которые мы называем С4 группой, о чем вам это мало что говорит, но опять та же кукуруза, амарант и так далее, их много. Но у нас доминируют другие растения, С3 типа, которые неустойчивы. То есть те растения, которые в более южных регионах находятся, они будут более устойчивы. А растения нашего региона, они будут неустойчивы, и наиболее жестко проявится негативное влияние засухи. То есть, грубо говоря, южная часть будет подниматься на север? Южная часть, поскольку это влияние температуры, да, в какой-то мере это действительно так, в разумных пределах. На какие проблемы сейчас обращено внимание вашего научного сообщества? Проблем очень много. Во-первых, почему мы здесь оказались, почему здесь проходит конференция? Потому что как раз в вашей республике создана, пожалуй, самая лучшая в России база для отслеживания изменений климата, которые происходят на земном шаре. Тем более у вас вечная мерзлота, у вас суровый климат, и последствия глобальных изменений здесь могут быть наиболее значительны. Поэтому, конечно, первое, что делается, проводится мониторинг изменений климата, используя инструментальные методы, которые доступны. Потом изучает влияние этих изменений, прежде всего, на продуктивность растений, изучает механизмы, как растения адаптируются к этим изменениям. Ну и вот сейчас большое значение уделяется проблемам устойчивости растений к экстремальным условиям. Этим занимается всерьез. Важное значение приобретают проблемы биотехнологии.
использование растений, ну, скажем, для пользы человека в разных их аспектах. Ну вот, а какие современные вот биотехнологии могут помочь создать более такие устойчивые растения? Значит, самый простой подход, который используется уже не сегодня, но создан действительно наукой, это так называемая клеточная селекция. Клеточная селекция — это берут неустойчивые растения, изолируют клетки, выращивают в чашке Петри, и потом проводят так называемый скрининг. Их выращивают на разных средах, например, на хлористом натрии. И таким образом получают клетки, которые устойчивы именно к этому негативному фактору. А затем из подобной устойчивой клетки уже получает целое растение или регенерирует. Вот такой подход, он самый, в общем, уже проверенный. У него есть недостатки свои, поэтому ограничиваться им нельзя. Следующий шаг. Ну, вы, наверное, все прекрасно знаете о так называемых трансгенных растениях. Ну да. Трансгенных растений в мире сейчас, они занимают территорию примерно 150 миллионов гектаров. Но ни одного сорта в мире коммерческого нет, который был бы устойчив к природным факторам, к той же засухе, к низким температурам и так далее. Потому что генная инженерия пока эти задачи решить не может. Следующий уровень биотехнологий с использованием генной инженерии — это так называемое геномное редактирование. Об этом тоже много говорят. Это просто более современный, более щадящий метод генной инженерии. Но, наконец, еще можно информацию чужеродную вставлять не в геном клетки, как вот эти специалисты делают, а есть в клетке органелла, называется хлоропласт, там, где фотосинтез проходит, где образуется кислород и так далее. Так вот, можно ставить чужеродный ген в геном этой органеллы. Вот тут, получается, другие растения, у них есть и плюсы, и минусы, но работа не почта и край. Ну, а какие сейчас рекомендации можно дать аграриям и экологам? То есть вот на данном этапе, когда еще все это развивается, и непонятно, какие сорта можно вывести, чтобы они были адаптированы к современным условиям? Ну вот, мне кажется, что рекомендаций в данном случае, навряд ли их может быть много. Потому что вот я занимаюсь фундаментальной наукой, институт, где работаю, тоже занимается фундаментальной наукой. Поэтому наша задача попытаться понять, как живет растение в разных условиях, как реагирует на те или иные воздействия человека и как это отражается на продуктивности. И поэтому наша задача понять. Когда мы понимаем, тогда на известных принципах мы уже даем некоторые рекомендации. Сейчас абсолютно реально использовать, и уже часто используют, это так называемые регуляторы роста. Ну, например, есть брасиностероиды, появилось новое соединение, называется мелатонин. Они как раз, обработка растений повышает устойчивость ко многим факторам. Причем эти соединения экологически безопасны, потому что они в минимальных концентрациях используются. Ну вот представьте, на 1 гектар используется 10 миллиграмм этого соединения. То есть вот это абсолютно реально. Ну и, конечно, разработка методов генной инженерии тоже очень важно. Это тоже дает фундаментальная наука. И без физиологии растений, молекулярной биологии растений никакие трансгенные растения получить невозможно. Спасибо большое, очень интересно. Проблем очень много, мы так понимаем. Дорогие телезрители, все вопросы, которые нас интересуют, и вас наверняка мы задать не успеем, но постараемся в телеграм-канале выложить некоторые ответы. Да, Владимир Васильевич, большое вам спасибо за то, что вы сегодня пришли на наш эфир. И желаем успешного завершения конференции. Спасибо, я очень рад. Спасибо. Но оглянуться не успели, как прошел первый месяц лета, и даже пора уже подвести итоги полугодия. А что нам готовит предстоящий июль? О том, какие изменения в законодательстве ждут с июля этого года пенсионеров, расскажет наш юрист.
Доброе утро, Якутия! Российские законы постоянно меняются. Сегодня мы поговорим об изменениях в законодательстве с 1 июля 2025 года. В частности, они коснутся пенсионеров. Как известно, с 1 января 2025 года была возобновлена индексация для работающих пенсионеров. Во-первых, с 1 июля особый порядок предусмотрен для пенсионеров, которые прекратили трудовую деятельность в июне. Им будет произведена индексация с учетом всех пропущенных индексаций, накопившихся с 1 января 2016 года. Для перерасчета нет необходимости обращаться в Социальный фонд России. Выплата увеличится автоматически, и повышенную пенсию можно будет получить уже в следующем месяце. Такой порядок позволит обеспечить одинаковый уровень индексации пенсий для всех категорий пенсионеров, как работающих, так и неработающих. Во-вторых, пенсионерам, которым в июне 2025 года исполнится 80 лет, ждет прибавка. Фиксированная выплата увеличится ровно в 2 раза. То же самое коснется пенсионеров, признанных в июне инвалидами первой группы. Однако, если такому человеку после надбавки исполнилось 80 лет, то повторной надбавки не предусмотрено. В-третьих, прибавка к пенсии ждет пенсионеров, у которых на иждивении находятся близкие родственники, например, нетрудоспособные дети, внуки, не достигшие совершеннолетия, либо проходящие очное обучение в вузе, родители или супруги пенсионного возраста, а также близкие родственники-инвалиды. Таким пенсионерам будет увеличена сумма фиксированной выплаты пенсии с учетом количества иждивенцев. Необходимо знать, что доплата производится в отношении не более 3 иждивенцев. Для перерасчета необходимо обратиться в Социальный фонд России с заявлением. Одним из важных изменений с 1 июля также является включение периодов работы в страховой стаж для назначения пенсии для следующих граждан. Работавших на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, работавших на территории Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года и работавших на территориях Запорожской и Херсонской области с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. На этом все. До новых встреч. И если не знаете, как поступить, поступайте всегда по закону. На календаре 30 июня. Сегодня Международный день дружбы. Всемирный день борьбы с торговлей людьми. По народному календарю Мануила и Савелий. На Руси День святых наложился на древний праздник Ярилки, посвященный богу солнца Яриле. Христианские обычаи перемешались с языческими обрядами и народными поверьями. Яркая зорница в этот день предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга – хорошую погоду. Этот день в истории. 1894. В этот день открыт самый знаменитый лондонский мост Тауэр-Бридж. 1908. На Землю упал Тунгусский метеорит. 1925. Основан заповедник Красноярские столбы на правом берегу Енисея. В этот день родились Владимир Михельсон, российский физик, геофизик, метеоролог, академик. Эд Йост, американский воздухоплаватель, создатель современного теплового аэростата. Николай Некрасов, советский российский дирижер, педагог, народный артист Советского Союза. Инна Ульянова, советская российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Именины сегодня отмечают Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея и Савелий. Еще одна важная дата в календаре. В этом году Национальная библиотека Якутии отмечает 100-летний юбилей. И мы продолжаем показывать видеоролики о людях, внесших неоценимый вклад в развитие библиотечного дела республики. Юлиана Наумовна Полицинская родилась в Вилюйске в семье Полицинных. С 1909 года жила в Якутске. Окончив школу в 1927 году, начала работать помощником библиотекаря в Якутской государственной национальной библиотеке. Уже в 1930 году возглавила читальный зал, а позже научный отдел. В 1930-х годах прошла библиотечные курсы в Москве, где встретилась с Надеждой Константиновной Крупской, организатором библиотечного дела в стране, чьи советы стали для нее ориентиром на всю жизнь.
С 1936 по 1944 годы Юлиана Наумовна возглавляла отдел обработки и комплектования, благодаря чему библиотека восстановила каталоги и вернула читателям важные фонды. С 1944 по 1974 годы работала заместителем директора, оставаясь опорой для 13 сменявшихся руководителей. Под ее управлением библиотека расширила фонды, открыла филиалы, улучшила кадровую подготовку. Ее усилия по строительству нового здания библиотеки увенчались успехом в 1973 году. После ухода с административной должности продолжила трудиться библиотекарем, занимаясь редкими фондами и новыми поступлениями. Полицинская была не только выдающимся библиотекарем, но и человеком с большим сердцем. Она помогала нуждающимся, передала свои фамильные реликвии в Советский фонд мира и около 300 предметов в Краеведческий музей. И сегодня работники библиотеки продолжают и развивают то наследие, которое оставили после себя такие действительно искренне влюбленные в свою профессию люди, как Юлина Полицинская. И сегодня с нашей еще одной утренней гостьей мы поговорим о таком современном явлении, как подкасты. У нас в студии Татьяна Павлова, главный библиотекарь медиацентра Национальной библиотеки Якутии. Доброе утро. Доброе утро, Татьяна. Что такое подкаст и как это появилось в нашей библиотеке? Очень интересно. Ну, подкасты — это вообще имеется в виду, что это запись, любая аудиозапись, передачи, выпуска, да, которую можно послушать вне эфира, радиоэфира или телеэфира. Но со временем это понятие расширилось, появились видеоподкасты, и в основном расширилось и также сузилось, можно сказать, это запись в основном моно- или диалоговые выпуски на какую-то определенную тему рассуждения эксперта, профессионала. А в библиотеке появились подкасты в 2019 году. Тогда сотрудники библиотеки, конкретно медиацентра Национальной библиотеки, начали выпускать подкасты с народным поэтом Якутии Натальей Харлампиевой и также с писателем Максимом Эверстовым и с другими экспертами. Но со временем, увидев, скажем так, спрос, интерес зрителей, читателей, аудитории, мои коллеги решили расширить эту работу, продолжить ее и подали заявку на получение грантового финансирования в Президентский фонд культурных инициатив, чтобы получить профессиональное оборудование. То есть, если вначале мы делали как-то какими-то своими средствами, да, там, при помощи смартфонов и так далее, то сейчас у нас уже благодаря гранту есть будка, в которой мы можем записывать моноподкасты, да, микрофоны хорошего качества, там, компьютерное оборудование и так далее. Это было в 2021 или 2022 году уже выиграли, и с прошлого года мы выпускаем уже в рамках гранта уже расширили линейку. Темы, если мы раньше говорили в основном о литературе, о чтении, о наших фондах, то сейчас это выпуски уже и об искусстве в целом, о культуре, историю, да, люди очень любят. Мы ориентируемся на интерес читателей наших, да, краеведение интересно, также и, конечно, взгляд народных мастеров. Этнографическая тема. Как вы думаете, чем привлекательны подкасты для читателей? Для читателей, во-первых, наверное, подкасты — это все-таки удобно, да, можно делать что-то. У нас есть аудиоподкасты, то есть можно просто слушать, да, с помощью телефона, и есть видеоподкасты. Мы их записываем уже в студии, с ведущими. Ведущими выступают сотрудники библиотеки. И видеоподкасты, и аудиоподкасты удобны тем, что можно между делом слушать в дороге, что-то делая, да, в перерыве, во время перерыва на обед и так далее. И также второе — это содержательная часть. То есть читателю, наверное, важно расширить свой взгляд на какие-то темы, услышать мнение экспертов, да, со стороны какой-то новый взгляд. А в чем основная идея проекта? Цель реализации именно подкастов в таком масштабе, в таком формате? Глобальная цель, наверное, это все-таки расширение, может быть, кругозора, да, наших читателей, сохранение, даже так, не так, наверное,
наши эксперты отслеживают вот тенденции, можно так сказать, свои взглядами, делятся с читателями о том, что происходит в искусстве, в культуре и науке. И поэтому я думаю, что наша задача — это зафиксировать современное состояние, которое у нас сейчас есть в культуре, в искусстве. А в науке. способствует ли это привлечению количества читателей, количества посещений библиотеки, может, количество, не знаю, там, подписчиков на каналы, еще где-то? Да, конечно. У нас в основном работа медиацентра связана с тем, чтобы расширить, привлечь читателей больше. Да? И это одна из форм привлечения читателей. И каждый раз вот наши гости делятся рекомендациями, книжными рекомендациями, что почитать, что посмотреть, на какой спектакль сходить и так далее. Да? И книжные рекомендации, конечно, влияют на выбор наших читателей. Вот. Ну и это хорошо еще влияет, конечно, в целом на имидж библиотеки, вот, как культурного учреждения. А как вы отбираете героев для своих подкастов и кто уже был? Ну, в основном мы, конечно, ориентировались на тех, с кем уже работали. Это прежде всего сотрудники Национальной библиотеки, конкретно научно-исследовательского института чтения имени Юрия Столярова. У нас там работают ученые, исследователи, которые всегда готовы поделиться какими-то наблюдениями в области и чтения, и вообще культурных практик. Это артисты, это поэты, писатели, художники. Была у нас в гостях, например, Ольга Скорикова, художник, председатель Союза художников Якутии. Поэтессы были Елизавета Мигалкина, Ольга Янсен, тоже члены Союза писателей уже Якутии. Сейчас вы можете сказать, кто больше всего вызвал отклик у аудитории, кто запомнился, больше понравился, кого, может быть, цитировали? Да, вот самый большой отклик был у как раз-таки вот Ольги Скориковой, художника. Она рассуждала о том, что такое современное искусство. И, оказывается, людям очень интересно послушать, разобраться, что это такое. Да? А на втором месте модельер-дизайнер Варвара Егорова-Дыгая, которая говорила о трактовках традиционного костюма якутского на современный лад. Да? Это очень интересный мастер, тоже там тысячные просмотры, чему мы очень рады. И на третьем месте это историки-краеведы. Вот. Ну, вот обычно, допустим, для того, чтобы подогревать интерес зрителей, читателей, слушателей, например, вот вы сейчас даже сделали такой топ-3, да? Выбрали спикеров и вот эти направления. Будете ли вы развивать далее? Вот какие планы в следующие подкасты, которые планируются, будут на какие темы? Вообще мы хотели уже закончить, по идее. Да? Почему? Но закончить имеется в виду, у нас есть же конкретные планы, да, там, годовые планы и так далее, но отклики идут, и в том числе идут от самих экспертов, то есть ученых, исследователей. Они нам пишут, можно вот того позвать или позовите меня. И поэтому, возможно, мы в следующем сезоне, имеется в виду с осени, продолжим. Это опять-таки будет на историков спрос большой. Вот. Потом просили эколога еще включить. То есть линейка тем расширяется. Это очень интересно. Надеемся, что у нас получится дальше продолжить. Где можно с ними познакомиться, с этими подкастами, их послушать, посмотреть? Можно послушать. У нас ВКонтакте, на площадке, основная площадка — это ВКонтакте Национальной библиотеки, в Телеграм-канале «Творческие люди», так и называется канал, и в Рутубе, тоже на площадке Национальной библиотеки. Вот. Я думаю, большое спасибо вам. Думаю, что наши телезрители тоже подключатся и наберут вас в соцсетях и посмотрят ваши подкасты. Мы, в свою очередь, желаем развития библиотеки в ногу со временем. И, конечно, тоже будем с интересом наблюдать, как будут развиваться подкасты и другие современные направления. Спасибо большое. Но чаще подкасты посвящены разговорам о тенденциях современной культурной жизни. И одно из таких любопытных явлений — это уличные музыканты. Особенно интересно, когда исполняются народные мотивы на традиционных инструментах, потому что это вызывает сейчас большой ажиотаж. Давайте сейчас перенесемся в Читу, поближе познакомимся с исполнителями и послушаем музыку улиц этого города. Последний раз девчонка глянет.
солнечный летний день это всегда приятно. Живая музыка может стать прекрасным дополнением для нее. Баянист Роман Шабанов и его приятель-певец Никита Скороходов радуют читинцев русскими народными и казачьими песнями. Играют вплоть до поломки инструмента и срыва голоса. Что тебе здесь случилось с инструментом? Гармошка сломалась, отклеилась пластинка. Как часто бывают такие поломки? Нет. То, что слишком долго играешь, клей засох уже и, в принципе, рассохся весь. Приходится не дочинить. Это критическое повреждение, его легко исправить? Да, вот все заклеило. А когда снова сможешь начать играть? Через 5 минут где-то. Ребята настоящие артисты, учатся в училище культуры, уже выступают на сценах города и края. Никита и вовсе вырос в музыкальной среде, его мама педагог по вокалу. Здесь твоя отдушина, спокойствие, возможность спеть то, что не всегда удается вывести на большую площадку. Петь для людей, просто вот сидеть, это некий такой отдых, расслабление от репетиций, от больших концертов. Большая часть уличных музыкантов – самоучки. Однажды, взяв в руки гитару, больше не захотели с ней расставаться. Более того, появилось острое желание громко заявить о себе. Снова за окнами белый день, день вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной. Мой один старый друг очень хорошо играл на гитаре. Он тогда начинал, но мне это казалось таким чем-то невообразимым. И я взял с него пример и начал играть на гитаре. Сам, все самостоятельно. То есть практика, играешь, и со временем нормально начинаешь играть. Я терпел, но сегодня я покажу. Попеть песни группы «Кино», «Король и Шут», Агата Кристи и других популярных российских рок-исполнителей для подростков – это возможность показать дух этой музыки. Ну и, конечно же, подзаработать на карманные расходы. А много удается за день насобирать? Достаточно. Точную сумму не могу сказать, но могу сказать примерно 4000 выходило. А почему ты любишь рок? Сами понимаете, рок – это такая тема. Это тяжелая музыка. Тяжелая музыка, она очень сильно в голову бьет. Это такая вещь, которая помогает мне жить. Я благодаря нее просыпаюсь с утра. То есть стрит идет больше не для получения денег, а просто для того, чтобы поделиться музыкой, сделать кому-то приятно, помочь кому-то в тяжелый период своей музыкой. Прогуливаясь в следующий раз по Чите, не торопитесь. Лучше остановитесь и насладитесь музыкой летнего города. Кто знает, может, именно сейчас вы слушаете молодое дарование, которое в будущем станет настоящей звездой. Анна Бородина, Даниил Ботвинский, Евгений Жеребцов. Я считаю, что ребята молодцы. Молодцы, потому что они учатся, то есть профессионально, то есть это многие из них это настоящие профессионалы будущие, да. Но, во-вторых, вообще это же такая нужна храбрость выступать перед публикой. Почему бы не порепетировать на улицах города? Сразу убивают несколько зайцев, как говорится, и репетируют, борются с боязнью выступления. И вообще немало таких вот примеров, когда действительно уличные музыканты становились суперзвездами, поэтому желаем успехов ребятам в Чите. Кстати, вообще инициатива. Ты заметила, как много их, да? Нет, сама инициатива работать мне нравится, вот. Но все равно это же работа, это труд, то есть ребенок, подросток вышел там работать, все они так хорошо одеты, там все. Причем неплохо, если допустим, молодой человек сказал, что 4000 в день, я посчитал, это около 120 тысяч в месяц. Я не думаю, что ребята работают каждый день, но все равно я считаю, что инициативу нужно поддерживать, и надеюсь, что погода будет нас радовать, и появятся и у нас уличные музыканты, потому что тенденции интересные, так идешь, правда, раз и настроение подняли, раз и как-то улыбнуться захотелось, остановиться, в Якутске тоже были примеры, то есть я помню, что на волынке даже играли, то есть на скрипке, то есть, примеры в городе Якутске тоже у нас есть. А сейчас давайте вновь передадим слово нашим коллегам из блока новостей. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире.
Российский президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия обязательно победит в спецоперации на Украине. Об этом он заявил 28 июня, открывая по видеосвязи молодежные центры в российских регионах. Разговаривая с активисткой с Ямала Полиной Черемных, супругой бойца СВО, президент сказал, цитата, «Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания вашему мужу и его боевым товарищам. Мы все желаем им успехов, победы, уверен, что так и будет». Путин также отметил активность их семьи, подчеркнув, что каждый на своем месте выполняет боевую задачу. В Республике Айсан Николаев принял участие во встрече экспертов Ленского клуба на тему гуманитарной идентичности Якутии. На ней были подняты актуальные вопросы и выдвинуты предложения сотрудничества путем расширения культурных и национальных ценностей. На встрече выступили специалисты разных направлений, как из республики, так и из других регионов страны. На мероприятии отметили высокие темпы развития киноиндустрии, туризма и театральных постановок Якутии, а также строительство новых культурных центров по всей территории. Мне понравилось, что и глава республики, и все выступавшие, они вот эту гуманитарную идентичность региона четко понимают. Она наполнена конкретным содержанием, что из себя представляет регион. Да? Это традиции, культура, искусство. Это уникальная экосистема, да, в которой выживает человек. Непростая экосистема, да, но красивая, скажем так, и позволяющая этому человеку на этой земле быть пассионарием и развиваться. В понимании и в реализации гуманитарной идентичности не просто залог развития региона, а залог успешного, суверенного существования нашей страны в целом. Эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов продлили до ноября следующего года. Такое постановление подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Это позволит большему количеству людей воспользоваться льготным тарифом. Приобрести такие проездные документы раньше можно было только в кассах. Ну а завершиться эксперимент должен был 1 июля этого года. С 1 июля в России вводится ГОСТ с требованиями к школьной форме. Согласно ему, одежда должна быть удобной, эстетичной и патриотичной. Школьную форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле. Покрой должен быть таким, чтобы школьникам было удобно сидеть в этой одежде и двигаться. Также форма должна носить светский характер, быть эстетичной и не должна содержать запрещенную символику. Новый ГОСТ также рекомендует размещать на школьной форме государственную и патриотическую символику. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Ну а прямо сейчас готовы раскрыть секреты Вселенной? По прогнозу звезд, начало второго летнего месяца будет позитивным для многих знаков зодиака. Кому-то этот период принесет душевную гармонию. Овен. Вам необходимо сосредоточиться на самом важном деле в данный момент времени. Придется отстаивать свои интересы. Реально рассчитывайте свои силы. Постарайтесь решать только те проблемы на работе, которые зависят от вас, а не брать на себя чужие проекты. Пятница – прекрасный день для реализации ваших творческих планов, но не стоит пока делиться своими замыслами с начальством. Оно может не понять ваши идеи. Телец. Обратите внимание на свой внешний вид. По одежке встречают. В среду встреча со старым другом, которую вы давно откладывали, наконец-то состоится и принесет немало приятных минут. В пятницу, конечно, объективных трудностей не избежать, но вам будет по плечу решение текущих задач и житейских проблем. Близнецы. На этой неделе уверенность в собственных силах и оптимизм помогут завоевать расположение окружающих и укрепить хорошие отношения с начальством. Самыми благоприятными днями недели обещают быть среда и пятница. На работе и в личной жизни ожидается светлая полоса и приятные сюрпризы. Сохраняйте душевное равновесие и позитивный настрой. Рак. Постарайтесь не слишком хвастаться своими возможностями и достоинствами. Бывают моменты, когда скромность тоже становится украшением. Чем больше альтруизма и поддержки вы проявите по отношению к окружающим, тем позитивнее будут перемены в вашей жизни. Лев. Начало недели будет удачно практически во всех отношениях. Желательно объективно оценить свои возможности и распределить время и силы, чтобы работа не занимала почти все ваше время. В личной жизни вас могут подстерегать иллюзии и обольщения. Во второй половине недели лучше сдерживать эмоции, чтобы избежать ненужных проблем. Дева. Не исключено, что события этой недели будут способствовать вашему профессиональному росту. Постарайтесь поменьше внимания обращать на критику. Успешное продвижение по карьерной лестнице будет зависеть только от вас. Вы сможете умело обойти сети интриг, расставленные кем-то из коллег, и проявить свои таланты.
Весы. Будьте предусмотрительны, следите за своей речью. Если вы в отпуске, то постарайтесь разглядеть за собственной расслабленностью и удовлетворенностью жизни возможные подводные камни и грабли. Их, разумеется, лучше обходить стороной. В личной жизни ждите приятные и неожиданные перемены. Скорпион. Неделя может порадовать вас многочисленными событиями и впечатлениями, поэтому надо использовать каждое мгновение и проживать их гармонично и ярко. Вас ждет успех, а неприятности обойдут вас стороной. Найдя компромисс, вы наладите свои взаимоотношения с деловыми партнерами. В личной жизни вас ждет немало приятных минут и страстных свиданий. Стрелец. Запланированная на начало недели поездка может сорваться, но не стоит переживать по этому поводу. Вы вряд ли многое потеряете. В понедельник вам предстоит серьезная деловая встреча, по всей вероятности, с человеком издалека. За эту неделю вы можете справиться со многими проблемами и проявить активность в решении своих дел. Не заставляйте себя ждать. Козерог. Главное быть сейчас активным и последовательным в течение всей недели. Нежелательно легкомысленно раздавать обещания и сулить золотые горы. В среду может прийти интересная информация, примите ее к сведению. Ваши реальные возможности могут проясниться только к концу недели. Вам будут на редкость хорошо удаваться дела, связанные с благоустройством дома. А в субботу, возможно, финансовая помощь от родственников. Водолей. Будьте предусмотрительны, держите себя в руках, и тогда вам не придется раскаиваться в своих поступках. Постарайтесь не попадаться на удочку иллюзиям, и ваша успешность возрастет. В четверг вероятны удачные деловые встречи, и у вас сложится благоприятная ситуация на работе. А вот в личной жизни отношения грозят запутаться, что может беспокоить и тревожить вас. Рыбы. Вы ощутите прилив сил и почувствуете себя в прекрасной форме. Однако обольщаться не стоит. Доверьте часть дел надежным партнерам. За собой же оставьте самое главное. Постарайтесь обещать только то, что сможете выполнить. В выходные детям потребуется ваше внимание и забота. Таким было наше утро понедельника, а завтра мы обсудим, как искусственный интеллект внедрился в нашу жизнь и чего ждать в ближайшем будущем. Узнаем, почему растут тарифы на коммунальные услуги и как можно на них сэкономить. Да, встречайте утро вместе с нами, увидимся с вами завтра. Всем хорошего дня!